Во второй половине XIX века с гор Кавказа на территорию Турции на постоянное проживание эмигрировало несколько тысяч карачаевцев и балкарцев, компактно расселившихся в предгорно-горных районах в глубине страны. С тех пор много воды утекло, отгремело множество войн и революций, сменились политические режимы, прожили свой век несколько поколений людей. История появления карачаево-балкарской общины в Турции довольно необычна. К середине XIX века мусульманская вера окончательно закрепилась в горах Карачая и Балкарии. Молодые ребята тогда уезжали учиться в исламские университеты Дагестана, Турции, Сирии и Египта. Многие из них возвращались на родину и становились богословами, рассказывали людям о жизни мусульман за пределами Кавказа, обычаях, традициях бытия. Вернувшись в Турцию, они с удивлением для себя открывали огромный тюркоязычный мир, красивую природу, богатые земли, и, получив разрешение от султана, оставались жить в Турции. Несмотря на возможность выбрать для проживания любой уголок огромной империи, наши предки обосновались в глубине страны, в предгорно-горных ее районах, схожих по климату и рельефу с горным Карачаем. Пожелавших остаться в Стамбуле были единицы, в основном это были лица княжеского происхождения, поступившие на военную службу, а также те, кто приехал с целью получить религиозное образование. Впоследствии, после успешного примера расселения и агитации из Карачая и Балкарии, к ним перебрались несколько тысяч человек, и они стали компактно жить в 10 городах и селениях. Последняя волна переселенцев из Карачая и Балкарии перебралась жить в Турцию в 1905-1917 годах. Сохранению родного языка способствовал приход к власти в 20-е годы прошлого века Мустафы Кемаля Ататюрка, когда на государственном уровне началась борьба за очищение турецкого языка от европейских, арабских и других слов. В одной из своих речей Ататюрк привел в пример карачаево-балкарскую диаспору, которая, по его словам, сохранила в чистом виде древний тюркский язык и традиции, призвал брать с нее пример. Сегодня, в 21 столетии, потомки карачаевцев и балкарцев в Турции помнят свои корни и родословную, сохранили родной язык, свои традиции, быт и культуру, стремятся на историческую родину и хотят создать единое культурное пространство. И в связи с этим наши соотечественники задумались о возрождении этнического самосознания и в местах компактного проживания создают карачаево-балкарские общественные культурные организации, так называемые дернеки. Итак, в нашем фильме пойдет речь не только о первых поселенцах из Карачая и Балкарии, но и о жизни, быте современников карачаево-балкарского народа, которые проживают в городах и селениях Турции. В городе Эскишехир самая многочисленная карачаево-балкарская община, так как сюда переехали большинство жителей близлежащих селений – Якапынара, Язылкая, Килиса, Белпинара, Долата, Сулеймания. Здесь активно работает Карачаево-Балкарский центр культуры и взаимопомощи под руководством Муссы Коркмаз. Ассоциация солидарности карачаево-балкарского народа «Дернек» была основана в 1993 году с целью сохранения историко-культурного наследия, языка, традиций, народных ремесел. Толчком к созданию ассоциации послужили опасения наших старших за будущее поколение, так как с начала 90-х годов мир стал резко меняться. Развитие интернета и коммуникаций, глобализация, участившиеся межнациональные браки и многое другое стали угрожать сохранению национальной культуры, традиционному укладу жизни людей. Чтобы эффективно противостоять данным угрозам, они решили объединиться в ассоциацию. Конечно, без устойчивой связи с исторической родиной, Кавказом, данная работа была бы малоэффективной. И одним из приоритетных направлений их работы стало налаживание культурных, родственных и экономических контактов с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией. На сегодняшний день основная часть карачаево-балкарской диаспоры в Турции проживает в городах Кония, Эскишехир, Афьон и примыкающих к ним 6 селениях и насчитывает более 40 тысяч человек. Общее же количество этнических карачаевцев и балкарцев, постоянно проживающих в Турции, превышает 80 тысяч человек. Наши соотечественники трудятся на разных сферах в городе Эскишехир. Это и профессоры, ученые, известные врачи и так далее. Среди них Качкаровы, Хубиевы, Биджиевы, Мамаевы, Салпагаровы, Джанкёзовы и так далее. Значение самого дернека в этом городе очень велико. В каждом крупном дернеке действуют танцевальные языковые кружки, где молодежь может учиться национальным карачаево-балкарским танцам, а также на кириллице изучать родной язык.
Старшее поколение старается применить и привить в молодежи все самое лучшее, что перенято нашими предками в народных традициях и обычаях народа, а также помогает сохранить народную культуру. На очередной традиционный фестиваль культуры карачаево-балкарского народа «Нарский той» по приглашению самой диаспоры в Турции прибыла делегация из Карачаева-Черкесии, которую возглавила журналист-международник, писатель Земфира Качкарова-Узденова. В состав делегации вошли видные общественно-политические деятели, работники искусства, науки, медийного пространства, признанные национальные творческие и вокальные коллективы. В первый день нашего пребывания мы заметили теплую дружескую атмосферу, которая царила в этой диаспоре, и те горские обычаи, которые бережно хранят и прививают в молодежи. Этот культурный центр становится местом встречи тысячи карачаевцев и балкарцев со всего мира. При Дернеке для женской половины создан кружок вышивания, где они могут показать созданные ими же изделия и поделиться своим опытом с девушками, которые хотят познать старинные ремесла. Асима Каркмазова и Софья Биджиева не первый раз приносят показать изделия, изготовленные с удовольствием, долгими кропотливыми ночами и днями для того, чтобы молодые девушки, да и не только, смотрели и учились старинному рукоделию. Мы вышиваем и шьем изделия, которыми и в домашнем быту пользуемся. В месяц один раз здесь выставляем изготовленные нашими женщинами скатерти, вышитые вручную, постельные наборы для детей и многое другое. Всем, кто интересуется старинными рукоделием, очень интересно. Мы с удовольствием рассказываем и делимся, как всю эту красоту вышивать. А вот вышитые тоже вручную изделия другими женщинами удивили наших соплеменниц не менее. Красивые узоры вышивки, обработка канвы на салфетках, скатертях говорят о трудолюбии и усердии ремесленниц. Софья Биджиева рассказывает, что этот удивительный набор она изготовила для своей дочери в качестве приданого. Покрывало на кровать вышито тоже вручную. Труд, которым они занимаются, приносит пользу не только домочадцам, но и карачаевцам и балкарцам, которые приходят в Дернек для сохранения и развития своих обычаев и традиций, идущих еще испокон веков. Силами людей данной организации создан Народный музей при Дернеке. Здесь представлена богатейшая история и самобытная культура карачаевского народа. Музей служит хранителем народной памяти. Все, что видите сейчас, это собрано поселением, в которых живут наши соотечественники. Посуда, утварь, предметы домашнего быта – все то, что употребляли наши старики у себя в быту. Старинная лампа, чаши, деревянные изделия, кувшины. А некоторые изделия привезены из Кавказа. А это домашняя печь, которая обогревала дом. Здесь в духовке пекли хлеб, ну а на плите готовили кушать. А вот и деревянная масленка, в которой наши бабушки изготавливали масло. А за этим столиком женщины месили тесто, раскатывали, готовили хлеб. Сохранить в современном, стремительно меняющемся мире свою культуру, жить по традициям предков, передавать их будущим поколениям. Задача сама по себе непростая. А учитывая, что карачаево-балкарский народ за много веков расселился с Кавказа по всему миру, она усложняется многократно. Вот и ассоциация Центр культуры и взаимопомощи карачаево-балкарского народа в городе Искишехир, которая при любой возможности старается сохранить и передавать культурные ценности, внесла большой вклад в формирование этого проекта, то есть выпустила в свет в 2017 году на турецком языке «Адам сөзге тыңла, кыл сөзні аңла», что означает в переводе «слушай умные речи и запоминай их». Итак, проект под названием «Сохранить культурное наследие карачаево-балкарского народа для будущего» охватывает 12-месячный период времени, включая как стационарные исследования, так и полевые экспедиции. Профессор и ученый университета имени Османа Гази Текин Кочкар вместе со своими коллегами-учеными внесли большой вклад в создание этого проекта. Нам удалось в ходе беседы с Текином узнать историю создания и возникновения такого уровня проекта на территории Турции.
Народные танцы, музыка, обычаи, кулинария, происхождение родов и фамилий, обстоятельства миграции и история первых поселений. Вся эта информация была собрана в Турции, на Кавказе, в селениях, где проживают карачаевцы и балкарцы, в ходе бесед с теми, кто бережно хранит память о своих предках, неосязаемые культурные ценности, а также фотографии и документы. Необходимость в этом проекте возникла и потому, что, с одной стороны, мы с детства были свидетелями постепенной гибели поколения, мигрировавшего с Кавказа. А с другой стороны, несмотря на индустриализацию, урбанизацию, глобализацию и на общую экономико-политическую динамику развития мира, мы все же в определенной степени смогли познакомиться со своей культурой, став в то же время свидетелями ее постепенного исчезновения. Все этапы проекта — написание, управление, подготовка, отчетности — осуществлялось на добровольной основе и под эгидой ассоциаций. Новое поколение в неизбежном потоке перемен с целью определения самобытной культуры Карачая и Балкарии, несмотря на то, что нет в живых тех, кто когда-то мигрировал с Кавказа, но живы те, кто разговаривал, общался с ними, слушал их рассказы, смогли пожить в этой самобытной культуре и именно с этими людьми. С помощью устной истории были проведены исследования. Танцы, музыка, традиции, обычаи, рождение, брак, смерть, кулинария. Кроме этого, исследованы были происхождение родов и история миграции, а также истории первых поселений. Было проведено 67 бесед и собраний. В общей сложности для этого проехали по стране около 10 тысяч километров. Опросы проводились в Эскишехире, Бурсе, Анкаре, Ялове, Кайсере и в других населенных пунктах Турции, где проживают карачаево-балкарцы. И с позволения интервьюируемого все снималось на камеру. В ходе этих бесед были собраны материалы о миграции нашего народа и о процессе их поселения, о фамилиях, о неосязаемых культурных ценностях, а также были собраны фотографии, документы и культурные материалы. Результаты полевых исследований вылились в книгу, в документальный фильм, в постоянную экспозицию и в веб-страницу. Кроме того, все видеозаписи, фотографии и документальные материалы заархивированы. В дальнейшем, если будут проводиться научные исследования по культуре нашего народа, то у исследователей будет возможность воспользоваться этими архивами. Авторское право принадлежит ассоциации. Мы будем считать нашу цель достигнутой, если сумеем и впредь продолжить традиции наших предков, которые сумели перенести и сохранить культуру карачаево-балкарского народа на территории Турции. Ну а тем временем во дворе Дернека проходил той, который длился до позднего вечера. Здесь собралась не только молодежь, но и взрослые, народная музыка, игра на гармошке, звуки домбры, песни на родном языке. Вот что стимулировало не только ребят, но и взрослых показать свое искусство в танце перед собравшимися. На следующий день уже состоялась встреча нашей делегации во главе с председателем Карачаево-балкарской делегации Мусой Коркмаз с мэром города Эскишехир Йылмаз Бюйкершен. На встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием культурных связей между карачаевцами и балкарцами, живущими за пределами родины. Также было подчеркнуто значение взаимных визитов высокого уровня с точки зрения дальнейшего расширения культурных отношений между двумя братскими странами. Выразив признательность мэру города за прием и оказание чести найти время в столь жестком графике рабочего дня, Муса Коркмаз пригласил его на фестиваль культуры Карачаево-балкарского народа и подарил книгу, изданную ассоциацией «Центр культуры и взаимопомощи Карачаево-балкарского народа». В свою очередь, делегаты от нашей республики и мэр города Эскишехир Йылмаз Бюйкершен обменялись ценными подарками. Дальнейший наш путь в этот день состоял из экскурсий по знаменательным местам и достопримечательностям этого красивого города. Эскишехир – почти полумиллионный город, расположенный примерно между Стамбулом и Анкарой.
Рядом с такими гигантами даже этот довольно крупный по турецким меркам город смотрится очень провинциально. Впрочем, это красивый, своеобразный и молодой город со своими характерными особенностями. В нем очень много студентов, так как именно здесь в 1958 году был основан Анатолийский университет, самый крупный в стране и 4-й в мире по количеству студентов. Так что если Анкара – административный центр, а Стамбул – средоточие бизнеса, истории и культуры, то Эскишехир смело можно назвать студенческой столицей Турции. Эскишехир с турецкого переводится как «старый город». Хоть большинство зданий было построено в 20 веке с развитием промышленности и железной дороги. Помимо парка Шеляле, здесь есть более интересные парки. Один из них – Сазова парк. Очень красивый и интересный. Там находится замок и сказочный пиратский корабль. Озеро с лебедями, огромное количество детских площадок, а также научный центр авиации и космонавтики, аквариум и большой зоопарк. Сазова парк является одной из главных достопримечательностей города Эскишехир. Парк – отличное место для отдыха, развлечения детей и прогулок. Вот и наша делегация не могла удержаться сделать фотоснимки на фоне этого сказочного парка. Далее нас привезли в исторический музей Анатолийского университета, где были представлены основные вехи истории Турецкой Республики. При входе в купольное здание музея у нас появилось ощущение того, что ты являешься частичкой истории этого народа. Портреты известных личностей, их макеты, описания. Ну а музыкальные инструменты прошлого и настоящего веков поразили больше всего. Их звучание можно было услышать через наушники, которые находились у каждого инструмента. Очарованные историей Турции, мы уносили с собой познание, если так сказать, толику истории этого мира. Нардский той. Именно под таким названием фестиваль культуры карачаево-балкарского народа нас, да и не только, ждал всех на следующий день. В окрестностях города Эскишехир в Большой Зеленый парк отметить 23-летие традиционного карачаево-балкарского фестиваля культуры съехались карачаевцы и балкарцы не только со всей Турции, но также из разных стран мира, в том числе Америки, Германии, России, Сирии, Голландии. В состав карачаево-балкарской делегации от Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик вошли видные общественно-политические деятели, работники искусства, науки, медийного пространства субъектов, признанные национальные творческие и вокальные коллективы. Более 3000 человек приехали разделить праздник в этот день, среди которых были представители разных диаспор Турции. По чьей инициативе и откуда возникло название фестиваля «Нардский той», нам охарактеризовал в беседе профессор Анатолийского университета, член карачаево-балкарской диаспоры, карачаевец по национальности Текин Кучкар. Наша диаспора долго решала с выбором названия. Вы правы. Цель была поставлена, чтобы имя звучало на века и будущие поколения сохранили и передавали дальше. Мое предложение «Нартланы той кюню», что в переводе означает «Нардский той», было одобрено управлением нашей диаспоры. Первый фестиваль проходил в 1995 году в селении Язылыкая, в 80 километрах от города Эскишехир. А выбрали это селение лишь потому, что самые первые переселенцы из Карачая поселились именно в этом селении.
Alaberi kelgenlerinde birinci kere kelip ornalgan cevleri alayıdır. Председатель Карачаево-Балкарской диаспоры Муса Коркмаз в своей приветственной речи поблагодарил всех гостей и участников фестиваля, а также пожелал ярких впечатлений от погружения в прекрасный и притягательный мир праздника. Почетными гостями празднества стали представители администрации города Эскишехир, выступившие с напутственной речью. Более того, приветственные слова и отчетные доклады произнесли представители практически всех общественных организаций. Заместитель мэра города Эскишехир Аслан Авшарби поздравил всех с таким многозначащим праздником. Ну а в беседе с нами он говорил на русском языке, которым он владеет хорошо. Именно очень хорошо, что я здесь. Нам очень хорошо. Вы знаете, здесь есть много людей из Кавказа, из Турции тоже. Я не знаю, что сказать можно, но очень хорошо. Вам понравился Нарвский той? Такие культурные программы очень хорошо. И нам очень понравилось. И мои дети тоже здесь, и они Нравится им? Они нравятся, и они смотрят очень интересные. Потому что первый раз они видят такие программы. Это ваш сынок, да? Да, мой Как сын. его зовут? Его зовут Мете, и он тоже мой сын. Его зовут Осман. Осман. Имя очень красивое. Поздравительные речи, которые звучали в этот праздничный день, были адресованы всем гостям, пришедшим разделить народный праздник. Журналист-международник, писатель Земфира Качкарова выразила признательность всем гостям и поздравила с таким замечательным празднеством, которое несет в себе глубокую смысловую нагрузку. Проводится этот праздник с целью, чтобы карачаевский народ не забывал свои обычаи, традиции нашего народа, тем более народ, который живет за границей в другой стране и соблюдает свои обычаи и не забывая традиции, язык и свою культуру, это для нас очень ценно. Поэтому нам и вдвойне приятно побывать на этом празднике. Наш карачаевский народ, он не только в городе Эскишехире, во многих городах Турции он. Со всех городов Турции, где живут карачаевцы, они приехали сегодня сюда, чтобы дать дань уважения всем нашим обычаям, нашей культуре, нашему языку. Спасибо людям, которые приехали из-за границы, не посчитали это за труд. Мы это очень ценим. И вам большое спасибо. Мы вас пригласили, вы приехали. Конечно, мы хотим, чтобы Кавказ увидел, как здесь живет мой народ, карачаевский, карачаево-балкарский народ. И вдвойне приятно, когда находятся здесь гости из Кавказа и видят жизнь наших соотечественников в другой стране. Доцент кафедры психологии Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева Лейла Лайпанова, в свою очередь, поблагодарила за приглашение танцевального ансамбля «Шохлок», поздравила всех с праздником и от имени ректора университета Тавсултана Узденова подарила Текину Кочкару и Мусе Коркмаз ценные картины. Все выступившие отметили, что фестиваль имеет большое значение в деле укрепления связей между членами диаспор, в сохранении и развитии национальных традиций и культуры, а также в сохранении родного языка. Мы с ребятами очень рады побывать на таком фестивале, такого уровня, увидеть своих земляков. Нас настолько приветливо здесь встречают, что мы не ощущаем себя, что мы выехали куда-то. Мы ощущаем себя на родине, потому что здесь все наши земляки, все такие добродушные, приветливые. Мы безумно рады, что попали на этот фестиваль. Коснуться вековой памяти народа, воссоздать его фундаментальные традиции и обычаи, а также познакомиться с выдающимися деятелями карачаево-балкарского народа, в город Эскишехир приехала делегация из Карачаево-Черкесии, а именно из села Дрожба, в национальных костюмах. Дары, привезенные в адрес диаспоре, составляли народные промыслы, которыми пользовались наши старики испокон веков. Это деревянные изделия, войлочные шляпы. Кстати, их подарили также всем представителям из разных диаспор.
пуховые платки, изготовленные вручную, и многое другое. Прилетели мы из Карачаева-Черкесии на встречу с нашими соплеменниками, карачаевцами, балкарцами, которые проживают в Турции. Впечатления великолепные, очень тепло приняли, оказали радушный прием, праздник в разгаре. Что я могу сказать? Спасибо им большое за грамотную организацию, за то, что позвали нас, пригласили сюда, где организовали нам встречу с нашими родственниками, друзьями, где мы имели возможность найти своих родственников, которые уехали из России в начале прошлого века. Спасибо им большое. На празднестве выступили сразу несколько таких коллективов, как танцевальный ансамбль «Шохлук. Дружба». И надо отметить, что публика была в восторге от них. Народная артистка Карачаево-Черкесии и заслуженная артистка Абхазии Лидия Батчаева, как всегда, своим песенным творчеством поразила всех собравшихся на этот праздник. Ее песни, ее живой голос звучали с колонок во всем парке. Зрители были потрясены ее сильным голосом. А песни на слова Земфиры Качкаровой и на собственные стихи о родине, о любви к отчизне у всех на глазах вызвали грусть и тоску по родному Кавказу. На фестивале выступили также эстрадные певцы Сухель Багдади и Алина Темиржанова. Лирическая песня на слова также Земфиры Качкаровой, исполненная дуэтом, понравилась всем гостям и участникам фестиваля. Помимо большого красочного концертно-развлекательного представления, программа мероприятия предусматривала встречу по активизации взаимодействия общественных организаций Карачаево-Черкесии и Турции, ну а также поиск новых аспектов сотрудничества. Выставки народного художественного творчества, книжных изданий, блюд карачаевской и турецкой кухни и многое другое никого не оставили равнодушными. Редактор первого международного журнала «Минитау», изданного на кириллице, редактор телеканала ТРТ «Аваз» в Турции Уфук Тузман Чумаев рассказал о роли и значении самого журнала для карачаевцев и балкарцев, живущих не только в Турции, но и в других странах. Кстати, Уфук знает 7 тюркских языков, в том числе карачаево-балкарский, свободно говорит и пишет на русском, разговаривает на китайском. Я знаю свой карачаево-балкарский народ как очень мудрый и трудолюбивый, и все, что делают его представители, стараются делать с душой, и на них можно положиться, они никогда не подведут.
Была проведена интенсивная работа по подготовке этого издания. Известно, что карачаево-балкарская диаспора проживает во многих странах мира. Вот уже прошло более 100 лет с периода массового переселения карачаевцев и балкарцев из Северного Кавказа на эти земли. Естественно, за этот период здесь у нас сложился определенный менталитет. Что-то менялось, что-то уходило. Рождались новые песни и сказки, все это сохранялось в устном народном творчестве. К сожалению, не было издания, которое собирало или издавало все это. Все это необходимо было собрать, систематизировать и непременно издать. Целью журнала является ознакомление с историей и культурой нашего народа, с его фольклором. Однозначно, что нашей родиной является Кавказ, левая и правая сторона Эльбруса. Поэтому и дали название Мингитау, то есть Эльбрус. А на титульном листе фотографии Исмаила Семенова, поэта-песенника, народного фольклориста, философа, а рядом Кязима Мечиева, народного балкарского поэта, писателя, фольклориста. Это две личности, которые и прославили карачаево-балкарский народ. И я хотел бы передать большой салам всем моим братьям и сестрам, живущим на Северном Кавказе. Волею судьбы мне пришлось побывать и в тех землях Казахстана, где живут балкарцы и карачаевцы. Повторяюсь, мы разбросаны по многим странам мира, и тем не менее должны сохранять свою культуру, язык, обычаи и традиции. Живущих в больших городах призываю, чтобы люди не ленились, искали и находили своих близких, родственников, общались и передавали подрастающему поколению наши обычаи и традиции, общались на родном языке. Пришедшие на празднество своими семьями карачаевцы, живущие в Эскишехире, расположились на аллеях Зеленого парка, а вот и семья Хусея Хубиева приезжает каждый год на большой фестиваль своего народа. Глава семейства передал привет всем своим родственникам Хубиевым, живущим в Карачаево-Черкесии, пожелал долгих им лет, а фестивалю процветания. Ну а тем временем праздник продолжался. Под песней Лидии Батчаевой гости танцевали народные танцы. Об этом мы слышали, знали по истории, но когда увидели воочию, знаете, эмоцию переполняют, знаете, все границы. Вот этот за короткий срок, что здесь увидели, очень такие гостеприимные, это у них в крови, но они умеют встречать, они умеют очень мягко разговаривать и подходить к каждому из нас. Ну, чувствуются они с душой это, увидев свою национальную одежду из Кавказа. Некоторые, я смотрел, прослезились. Ну, нам это, конечно, приятно. Мы возрождаем эту национальную свою одежду у себя на родине. И это пропагандируем везде, чтобы все люди Кавказа одевали. И у нас есть тоже своя национальная одежда, но есть различия. Башлык, как испокон веков существует, он и также по-карачайски называется башлык. Вот газыри называется по-карачайски хазырла. Вот видите, готовы этот, мы даже демонстрируем. В свое время это было, нужно было, но сегодня это атрибутика. Дай Аллах, чтобы мой народ это носил. Дай Аллах, чтобы мы это, то, что предки у нас носили, мы должны это продолжать, мы должны это возрождать. Дай Аллах, чтобы наши старики, которые это все поддерживают у нас, в нашем селении, в дружбе, именно наш Кади Карачаево-Черкесии Ибрагим Хаджи Катчиев, он дал нам добро, он шил, он своему сыну шил, поэтому он вдохновил нас этим, и мы продолжаем, иншаллах,
У каждого у нас дома будет это находиться, дети будут видеть, детей тоже будем одевать, чтобы они знали, откуда мы и куда стремимся. Аллах ясыволошсун, всех благ. Лично меня переполняет гордость, что у меня есть такие братья. Я приеду, я буду рассказать с удовольствием и с гордостью, что здесь есть наши родственники, которые нас встретили с душой, открытой душой, и всем пожелаем. И вот доказательство потом сам. Организатор это Муса Корбаз. Вот как Фатмаз Муса и вот Абдул-Хадир. Вот я горжусь лично. Я с сегодняшнего дня, мне уже много лет. Ну, когда я вижу, что у меня есть такие братья, я становлюсь моложе. Завершая официальную часть фестиваля, все творческие коллективы на сцене исполнили известную композицию поэта-песенника Исмаила Семенова «Минитау». Народ, который не хотел уходить с праздника, а желал общаться с теми, кого давно не видели, с кем хотели познакомиться, продолжали этот праздничный уже вечер. Председатель карачаево-балкарской диаспоры в городе Кония Тукай Кочкар старается каждый год приезжать на фестиваль. Для него чувство патриотизма, чувство любви к родине велико. Вот и сегодня проходит для нас замечательный день. Песни, танцы, народное творчество, пожелания – все это звучало со сцены. Даже еще не хотят расходиться и продолжают той. У нас в планах в ауле Башкаюк, одного из районов Коньи, провести такого рода землячество. Даст Всевышний, пригласим с Кавказа много гостей. На фестиваль приехали из разных городов и районов карачаевцы и балкарцы целыми семьями. Али Мамаев приехал со своими родными, сыном и снохой из города Измир. Вот уже который раз старается присутствовать на празднике единения народа. В мечтах поехать на Кавказ, теперь уже с семьей. До конца года, ведь им не довелось побывать на земле предков еще ни разу. Atacurt'tan, ana tamardan kelgen Karaçaylılarla tanıştık. Приехали с большим удовольствием сегодня, познакомились со многими карачаевцами, живущими в Турции, и с прибывшими из родины соплеменниками. Тоску по родине, по Кавказу мы немного рассеяли, увидев вас. Спасибо, что приехали. Услышали родную речь, родные песни, увидели народные танцы. Вот и моя семья в восторге от происходящего великолепия сегодня. Хочу передать огромный привет всем моим родственникам на Кавказе, да и всему Карачаю от нас. Праздник длился до поздней ночи. Не только молодежь, но и старшие, прибывшие на праздник, не собирались уходить. Народные танцы под звуки гармошки и дамбры – все это составило продолжение празднества. Народский той на земле Турции в городе Эскишехир подходит к концу. И, как видите, за моей спиной молодежь танцует, молодежь веселится. Не хочет уходить, хотя праздник официально завершен. Хочется пожелать дальнейшей жизни, дальнейшего творчества именно народскому тою на земле Эскишехир, на земле Турции. Выпускники Анатолийского университета, языковеды Адина Юсупова и Магомед Абайханов познакомились с ребятами из ансамбля «Шахлук» на международном фестивале в Севрихисаре, посвященном любимому фольклорному персонажу мусульманского Востока Хаджи Насреддину. Адина и Магомед были гидами у ребят из ансамбля «Шахлук». Я познакомилась с ансамблем «Дружба» в городе Севрихисар, где они танцевали на фестивале Насреддин Ходжая.
И также они пригласили меня сегодня на этот той, в который я первый раз в жизни приехала. Если честно сказать, эмоции просто зашкаливают. Это было просто невероятно интересно и захватывающе, так как я узнала много интересного о этом народе. И плюс мне очень понравились национальные костюмы и также их еда. Я могу сказать, что хычины – это теперь моя самая фаворитная еда. Адина, скажи, пожалуйста, раз ты окончила факультет туризма Анатолийского университета, есть ли у тебя в планах приехать в Карачаево-Черкесию? Пригласили ли тебя ребята к нам? Если честно сказать, очень много ребят рассказывали мне про Домбай и про Архыз. Говорили, что там очень красиво. И после их рассказа мне очень сильно хочется поехать туда. И вы не представляете, какое это интерес и то, что тебя зовут туда, куда ты очень сильно хочешь попасть, так как природа и все, что связано с этим народом, очень тебя завлекло, так как ты знакома с ними уже 2 недели. Поэтому думаю, что в скором будущем я обязательно посещу этот курорт. Мы испытываем очень яркие, положительные эмоции, чувства, восхищение. В Сифрихисаре, в городе Сифрихисар, был очень большой масштабный международный фестиваль разных народов мира, где мы тоже достойно показали свои народные танцы. А сегодняшний день нас порадовал Карачаевский дернек в городе Эскишехир своим ярким праздничным концертом. И в завершении этого концерта идет большой национальный карачаевский той. Отрадно и очень радостно то, что здесь карачаевский народ, он несет свою культуру, свою самобытность и разговаривает на своем родном языке, своей традиции, чтят старших, младших, адеты. И вот это все мы увидели здесь, в Эскишехире, находясь здесь 6 дней. И очень радостно, даже слов нет. Спасибо всем организаторам этого данного фестиваля, ансамбль Шохлук Дружба. Надеюсь, что будет еще впредь сюда приезжать, радовать всех. Фестиваль имеет большое значение в деле укрепления связей между членами диаспор, сохранении и развитии национальных традиций и культуры, а также сохранении языка, отметил в своем рассказе о проведении праздника председатель Карачаево-Балкарской диаспоры в городе Эскишехир Муса Коркмаз. Amerika'dan gelgen Bekköv adam var bugün bulayda. Almanya'dan gelgen Bekköv adam var. Avusturya'dan gelgen adam var. Kafkas'tan gelgen adam var. Karaçay'dan gelgen adam var. Barısı da bek alamadı. Вы видели, сколько гостей прибыло к нам из Америки, Голландии, Германии, Сирии, Карачаево-Черкесии и так далее. Наша цель – объединить нашу молодежь, познакомить с культурой, бытом, историей своего народа. Спасибо всем, кто смог сегодня разделить наш праздничный день. Мероприятие проводится ежегодно с 1995 года Эскишехирским Карачаево-Балкарским культурным центром. Вы знаете, в планах продолжить фестиваль в аулах и городах, где проживают наши соплеменники. Мы стараемся привить в молодежи все самое лучшее, что перенято нашими предками в народных традициях и обычаях народа. В свою очередь, хочу тоже передать всем своим сородичам из Кавказа привет, пожелать всем здоровья. Anda Karaçay'da, Kafkas'ta boğan Tavlay, Karaçay Malkar halkımıza hep barısına da salam yeriz. Итак, первый день фестиваля завершили в городе Эскишехир. Утром рано наш маршрут следовал в города Токат, Кайсер, Измир, ну а далее в селения Арпаджи, Челихани и Торхал. В Токате нашу делегацию из полусотни человек вместе с представителями из Карачаево-Балкарской диаспоры города Эскишехир встретили радушно карачаевцы, живущие в этом городе. Забравшись на самую высокую точку, мы осмотрели прекрасные и причудливые окрестности города.
Ну а после угощения мы продолжили свой путь в аул Челихани. Дорога лежала близ моря, и мы не могли не останавливаться в пути, осматривая и дыша морским воздухом, не любоваться и не запечатлевать свое пребывание на фотоснимках. Итак, Челихани. Название состоит из двух слов – страдание, несчастье, суровые условия тюрк, Челе, и дом с тюркского хане. Связано это с тем, что когда-то здесь скрывались от мирской суеты мусульманские фанатики, дервиши. Они строили убогие дома-землянки, где проводили жизнь в уединенных молитвах. Челихани находится в 75 километрах севернее города Токат, в районе небольшого городка Решадие. На северных отрогах Кюшедагаевых основали мухаджиры 1884-1887 годы. Встретили нас жители аула со слезами на глазах, ведь они, да и мы, не виделись никогда. Их тоска по родине была безгранична. Житель этого аула, ремесленник Бахаддин Айбазов, показал нам собственного изготовления серебра старинный кинжал. Расспросив о здравии друг друга, как и принято в карачаевских селениях издревле, часть делегации вместе с жителями аула направились прочитать дуа по умершим на кладбище. После этого нас повели по улицам старинного карачаевского аула. Бревенчатые дома, стоявшие еще несколько десятилетий назад, говорили о древности самого населенного пункта. Председатель диаспоры Хакан Биджиев, карачаевец по происхождению, показывая на дом, где некогда жили его предки, рассказал, что эти строения они хранят как исторически значимые для их рода жилища. Под лестницами двухэтажного дома Хакан показал также предметы быта, которыми пользовались его предки. В частности, вот эта плетеная корзина в виде судна, в котором готовили смесь для изготовления из глины самана. Можно с уверенностью констатировать, что компактное расселение карачаевских и балкарских мухаджиров в сельской местности, в мононациональных селениях способствовало сохранению этнической самобытности этих народов в Турции. Это нашло подтверждение даже в рассказе старейшин аула. В настоящее время в этом ауле проживает около 150 семей. Здесь живут Халкещевы, Куатовы, Каджаевы, Ахтауовы, Саркитовы, Баташевы, Каркмазовы, Акбаевы. Тенис Акбаев, тоже уроженец этого аула, ныне живет в городе Токат со своей семьей. Он поведал нам о своем роде, когда сюда переехали его предки, что он знает о своей родине, бывал ли там, ну и о том, кто раньше жил в этом ауле. 1884 yılında Kergen'le ilk Kergenlerinde ben gençliğimde Karaçay'dan Kergen'e tübegemme bulaydı. Kart bulup 100 yaşın üstünde kartlar bulup Kergen'le köle alana söyleşkenme. Наши предки приехали сюда в 1884 году еще. Я общался с карачаевцами, чьи родственники жили некогда здесь. 40 лет я занимаюсь историей создания аула, вплоть до того, когда переселились наши предки. Так вот, первых переселенцев возглавлял один из авторитетнейших карачаевских старейшин из Большого Карачая – Халкетчев Алиюк Хаджи. В селах компактного проживания карачаевцев и балкарцев неплохо сохранились обычаи и традиции наших дедов и прадедов, покинувших Кавказ 100 и более лет назад. Сейчас каждый в силу своих возможностей старается сохранить и возродить свою культурную и этническую самобытность. Народ наш, как и во все времена, живет исключительно своим трудом, занимаясь в основном животноводством и земледелием. В момент переселения небольшая группа переселенцев осела на азиатском побережье Мраморного моря в районе города Ялова. Остальные отправились в поиски плодородной земли, чтобы основать свои села и жить по своим обычаям. Здесь были открыты школы, но они были впоследствии разобраны из-за непосещаемости. Однако, начиная с 50-х годов, население карачаево-балкарских селений втягивается в процесс урбанизации, охвативший Турцию. Вскоре численность городских жителей в диаспоре стала намного превышать численность сельских. Гостеприимный дом Шевкета Акбаева был полон гостей и жителей аула. Здесь женщины занимались приготовлением карачаевских блюд, а молодые ребята готовили интересным способом в деревянной бочке айран. Они сами не раз такое проделывали, раз так искусно орудовали этим приспособлением. Жительница аула Каракыз Куатова нам поведала о том, какими блюдами и явствами будут угощать сегодня всех. Çaydan sağ kelgesi. Siz Karaçay'dan kelgenmişsiniz. Hafarınızdan konak kelleğizini.
Я приветствую всех гостей. Вот, пожалуйста, мясо в собственном соку. Его мы будем подавать вместе с рисом вареным. Это салат из помидоров, огурцов, свежий салат. А это блюдо приготовлено на основе сливок, айрана, добавлена кукуруза. Его готовили еще наши предки. Будем рады всем гостям. Сейчас уже пора звать за столы. Уставшие с долгой дороги гости угощались интересными и вкусными блюдами. В беседе со старейшинами аула познавали много интересного из истории. Ну а молодые люди знакомились друг с другом, расспрашивали о жизни и о том, чем они занимаются, обменивались контактами. Хакан Биджиев в беседе с нами охарактеризовал причину создания диаспоры, а также какие цели и задачи преследуют. 25 yıl bolgan bulur. Tokat elde şaharda olturgan Karaçaylılarını bir geley söyleşip olturup aylanıp bir zatla esinledip dernekli kurganımız. Törebizni, Karaçay adetlerini. Я управляю диаспорой вот уже 5 лет. При создании диаспоры мы руководствовались такими принципами, как объединение наших соплеменников, познакомить их друг с другом, научить нашу молодежь старинным традициям и обычаям, научить их родному языку. Образовал наш дернек Абдурахман Хаджа. Мы собираемся все в родном ауле часто. Приезжают из разных карачаевских аулов, проводим своего рода той, показываем молодежи также, какие танцы существовали у народа. Elleden Karaçayla keledile. Bulayda toy ete biz. Sosyal olarak sabillege bizatla üretirge küreşe biz. Каракас Куатова у себя дома создала народный музей, собрав старинные предметы быта и домашней утвари, которые пользовались еще издревле, она показывает приходящие к ним в гости, да и не только. Все экспонаты рассказывают их историю появления, а также для чего они служили. Ее маленький домик, похожий на сказочный, вместил, помимо всего вышеназванного, еще и картины. Здесь каждый предмет имеет свою историю. Она показала изделия, которые когда-то вместе с сестрой вышили вручную. Saatçıyama, lampacıyama, levhalancıyama, bu halıcasılar bizni kesimiz eski sokaları var idi anamı ama olanı berdi kızlazat aldılar. Eskiden olay bir tapkabız olur idi, saat çizer bir çağbız olur idi. Старинные предметы быта, лампы, утварь, подушки, на которых спали мы сами. Это полки для посуды, это помещение служило нам столовой. На полу старинные ковры. Идем дальше. В этой комнате печь, а вот это посуда для хранения хлеба. Здесь находится печь. Мы даже и сейчас тут готовим кушать. Скатерти, вышитые мною вручную. Покрывало на кровати с ручными вышивками и конвой. На основе нити, пряденной вручную тоже. Это портрет Ататюрка. А это сшитая мною сумочка для иголок. Итак, у меня много чего еще есть, который несет частичку нашей истории. Вот, пожалуйста, сумочка, на которой вручную вышиты суры из Корана. Altın cığan kesesi. Bu bir teyzemi altın cığanı. Bu daha bir eski soğulan, kolda soğulup nakışetilgen bir çanta. Кузнечных дел мастер, ремесленник по изготовлению кинжалов и мечей Вахаддин Айбазов немало смастерил подобного рода изделия. Ему сейчас 70 лет, а занимается этим ремеслом с малых лет, когда ему было всего 7. Показывая свое высокое мастерство на металле, он творил чудеса. Чем дольше железо находится в огне, тем искуснее можно его резать. Я сейчас изготавливаю карачайский кинжал. Наконечник должен быть острым. Далее я смазываю моторным маслом.
Разогревая на сильном огне, добиваемся мягкости металла, вследствие чего он не ломается и легко поддается обработке. А когда подостынет, буду вести холодную обработку. Таков техпроцесс изготовления. Как известно, среди клинкового оружия у Карачая нож занимает особое место, так как скотоводство и охота на Кавказе было широко развито, неотъемлемым спутником в горах и быту угорца был нож. Вот и наш герой изготавливает ножи для передачи истории молодежи. Его сын всегда приходит смотреть, как он изготавливает, учится у отца, набирает навыки мастерства. 60 yıldır küreşem, 60 yıl. Babamın yanında, attamın yanında yetiştim. 60 yıldır. Вот уже добрых 60 лет, как я занимаюсь кузнечным мастерством. Рядом со своим отцом, можно сказать, не отходя от него, учился ремесло. Abla, bunu şimdi dışarıda bir tesviye edeyim ben, gel. Нравится всем, кому изготавливаю. Сейчас я буду выравнивать кончики ножа. Карачаевский нож должен быть ровным, так учил меня мой отец. Bir de bunu kıyırcığından bulay vururuz biz. Bulağa birleşken etedi bu. История карачаевского ножа очень богата и уходит своими корнями во времена кочевых племен скифов, сарматов, гуннов, которые, как известно, участвовали в этногенезисе карачаево-балкарского народа и, конечно же, алан, прямых предков карачаевцев и балкарцев. Жизнь в горных условиях трудна, тяжела и опасна. Карачаевский нож вобрал в себя эти качества. Этот нож, по своим данным, является настоящим трудягой. По внешнему виду нож очень скромен и прост. Вот и изготовленный мастером своего дела Бахаддином похож на него. Горец по происхождению, по национальности карачаевец, Бахаддин гордится своим народом. Воспользовавшись случаем, он тоже передал привет своим соотечественникам вместе со своей семьей. А тем более он собирается приехать на Кавказ вместе с ними. Моим соотечественникам, моим родственникам на Кавказе большой салам хотел бы передать, пожелать им здоровья всем. Хочу приехать этой осенью, если удастся, со всей семьей. Побывать на родине, увидеть горы, попить чистой кубанской воды. Наши отцы и деды рассказывали, помню еще с детства, какая там красота, чистый горный воздух. Они тосковали по родине, по родной стороне. До встречи на родине, всем мира и добра. Вернемся на продолжение праздничного фестиваля во двор Шевкета Акбаева. Выступления артистов эстрады, приехавших из Карачаева-Черкесии, а это Лидия Батчаева, Сухель Багдади, Алина Темиржанова, а также народный ансамбль танца города Эскишехир, устроили в этом ауле поистине праздник народного творчества. Под исполнение песен ребята устроили настоящий горский той. Не умолкали и аплодисменты для артистов. Несмотря на то, что было очень поздно, никто не хотел расходиться. Муса Коркмаз в своей приветственной речи выразил свою радость всем собравшимся, не оставил и без подарков. Книги о истории, культуре, литературе, которые были изданы диаспорой, передал в дар председателю диаспоры Хакану Биджиеву. А от имени женщины-ремесленниц диаспоры в Эскишехире подарили изготовленные вручную изделия Каракызу Кулатову. Земфира Качкарова тоже поздравила всех прибывших на празднество и передала от всех салам с родины, позвала в гости на Кавказ, кто сможет приехать. Шевкет Акбаев искренне был рад такому празднику своего народа. Карачайга her zaman için selamlarımızı aytабыз. Карачайдан konaklarımız kelgene de köp kuvandık. Hoşumuza gitti. Her zaman merakla bekleyedik zaten. Acaba ne zaman barıp geldik biz de ta 80'li yıllardan beri. В первую очередь хочу передать салам Карачаеву. Сегодня наш праздник удался, так как присоединились к нам гости из Кавказа. Очень рады всем. Даст Всевышний, мы тоже приедем на родину. Çok hoşumuza getirdi. Bizim için bir gurur meselesiydi. Bir kıvanç meselesiydi. Kuvandık.
Sizlerin körüne köp köp kullandık. İnşallah bir gün biz de aylığa varırız. Ну а праздник завершился, как и в Эскишехире, исполнением всеми артистами и гостями гимна песни Исмаила Семенова «Мингитау». Попрощавшись с жителями этого аула, мы уехали обратно в город Токат. Делегация фестиваля следовала на следующий день в аул Арпаджи из города Токат. Село называют чаще Арпаджи-Карачай. Это связано с тем, что первые поселенцы, карачаевцы, сразу же стали сеять свою традиционную сельхозкультуру ячмень, с тюркского арпа. Арпаджи – сеятель или продавец ячменя. Село находится севернее города Токат, в районе города Сулусарай. Долгожданная встреча аульчан с нашей делегацией вызвала радостные слезы на глазах, особенно у стариков, ведь они ни разу так и не смогли приехать на родину. Их грустные глаза говорили о многом. Как и в предыдущем селении, здесь также прочли дуа по умершим, пройдя на местное кладбище. После чего нас повели на верхнюю точку аула, чтобы осмотреть с высоты окрестности. Немного истории о происхождении села. Среди мухаджиров 80-х годов большинство было из низшего сословия кулы, оставшегося после отмены крепостного права на родине без земли. Они приехали в Турцию в надежде получить в собственность земельные наделы, как обещали им турецкие эмиссары, но были и представители высших сословий – би и эздены, надеявшиеся сохранить свои привилегии, так как земля была распределена в районе города Токат между мухаджирами поровну. Почвы для социального неравенства не было. Старейшина аула Белял Алиев рассказал о том, какие фамилии заселились в то время и какие проживают сейчас, а также чем они занимаются. Burada 17 tukum vardı. 17. Artı Zülgen'di kimisini de bu saatte da avurluk bile. Во-первых, мы очень рады вашему визиту в наши края. Хочу передать салам всем своим сородичам на родине. Я сам никогда не был на земле моих предков. Не довелось. Может, теперь смогу поехать. Итак, в 80-е годы, отказавшись жить в одном селении с бывшими кулами, бии и эздени, Карамирзаевы, Кубаевы, Чочаевы, Алиевы, Мамаевы, Аджиевы, Кубановы и другие основали свое село Арпаджи. Сейчас здесь проживает примерно 1300 человек карачаевцев, а фамилий 18. Bulayda birkaç mal nemetip ornaltıp ondan sonra da saban etkerle. Алию Мамаеву, уроженцу этого аула, исполнилось 80 лет. Со своей семьей проживает в городе Токат. Летом приезжает на отдых к себе домой. Вот и сегодня, узнав о том, что будет делегация из родины, собрав свою семью, приехал на встречу. С биением сердца от радости встречи с родными людьми он рассказал, насколько это волнительно для него. 21 yıldan beri Tokat'ta biz. İşte 51 aydır Karaçay kelip üylerini tamir ete biz.
21 год, как мы уже живем в Токате. В нашей семье было 5 детей. К сожалению, моих родных уже не стало. Мои дедушки со стороны обоих родителей приехали из Карачая. Мы никогда не теряли связи с родиной. Наши старшие по возможности поддерживали контакты с родственниками в Карачае и Балкарии. С детства я помню, как старики садились у старого радиоприемника, ловили советскую волну, где на родном языке рассказывали о социалистических достижениях в горах Балкарии и Карачая, слушали народные песни, передачи. Иногда на их щеках я видел слезы радости и тоски по родине, на которой они никогда не были, но много слышали от своих старших. В программе фестиваля предусмотрено проводить ежегодно такого рода встречи в каждом ауле и городе, где проживают карачаевцы и балкарцы. Глава администрации аула Мухаммад Кубанов и старейшина аула Билял Алиев выразили свою признательность председателю диаспоры Мусе Коркмаз за то, что он организовал долгожданную встречу с сородичами. Turhal deyip bir rayonu daha vardı. O rayonu Baylamlı'dı bulayı atı Arpacı Карачай. Мы находимся в ауле Арпаджи, Карачай. Название Карачай уже утвердили, так что его можно называть Карачай. Как я и рассказывал ранее, карачаевцы переселились в 80-е годы, занимались животноводством и земледелием. С тех пор и живут тут карачаевцы. Наши старики рассказывали, что турки очень хорошо отнеслись к переселенцам, помогали им обустроиться, сразу же признали в людях родную кровь. На сегодня в нашем ауле проживает 94 семьи. Я работаю здесь главой вот уже 4 года. Жители здесь занимаются больше земледелием и скотоводством. Молодежь уезжает учиться и работать в города, так как работы здесь как таковой нет. Асият Тамбиева, родом из аула Учкикен, Карачаево-Черкесии. Уже 8 лет, как она вышла замуж и живет в этом ауле. Она рассказала, что ей здесь нравится, семья Кубановых, в которой живет, очень хорошая. И у Асият с супругом Мухаммадом Кубановым есть сын, которому исполнилось всего 3 года. Асият работает в этом селе медсестрой. Я вышла замуж в 2010 году. С тех пор уже 8 лет, как я сюда приехала. Первые годы часто ездила домой, так как никаких препятствий не было. После рождения ребенка 2 года, как я не была дома. В этом году, иншаллах, собираюсь поехать, если получится. Как тебе здесь нравится Турция? Вот этот аул, люди, которые живут здесь, скажи, пожалуйста, и о них. Они очень гостеприимные, очень дружелюбные, очень улыбчивые, теплые, ближе к душе. Потом, как аул нравится, ну, если бы была речка, было бы еще лучше, так как я привыкла там речка, тут речка. Воды много у нас, да? Ага. Дождей не так часто бывает летом. Практически 3-4 месяца вообще без дождей проходит. Так, в общем, тишина, никакого шума, да, благодать. Вечером слушаешь пение птиц, разные пения птиц, до утра могут петь. Утром на рассвете тоже. Асият, а вот в сравнении Карачая и Турции, что вот интересного, удивительного, отличного? Чем-то чуть отличается? Горы там, например, у нас есть, тут меньше гор. У нас, так как много воды, трав много. Тут большинство, как сказать, этих... Что растет в огородах? В огородах, если вода будет, все растет. И помидоры, и огурцы, и перец, и баклажан, все может расти. Наш Кавказ намного лучше, да.
Так, когда дожди, тут тоже хорошо. Ну, без дождей сразу все желтеет, осенняя пора, очарование. Мерве Кубанова, уроженка этого аула, часто приезжает домой к родителям и родным. Окончив Анатолийский университет, преподает историю там же. В прошлом году ей вместе с телевизионщиками из Анкары довелось быть на родине предков для съемок документального фильма о Карачае. Она рассказала, что фильм планирует выпустить до конца этого года и выложить в интернет, чтобы смогли увидеть все сородичи, где бы они ни жили. Ее восторг от увиденного на родине предков переполнял чувство гордости за свой народ. Ben Türkiye'de Gümüşhane Üniversitesi'nde işleyimi. Alaydan Karaçay'da, Ulu Karaçay'da günlük hayat, günlük yaşam alaydı. Мы были на родине наших предков в прошлом году. Нас было 5 человек. Удалось побывать и встретиться с жителями аулов Каджурт, Курзу, Кучкулан. Рассказы стариков, встречи с молодежью, знакомство с историей. Все это в 2 словах не передать. Наши чувства переполнялись гордостью за свой трудолюбивый народ. В нашем фильме полностью будет отражено все то, что мы увидели и услышали от старейшин, да и от молодежи. Наш визит попал на период месяц Курман. Это было удивительно. Как схожи наши обряды и обычаи. Все одно и то же. Ведь молодежь никогда сама не видела. Все знаем от наших прадедов. Удивительно гостеприимный, чистый и трудолюбивый мой народ. Это не только слова. Я увидела это все воочию. Постараюсь передать фильмы, все эти эмоции. До конца года покажем на телеканале ТРТ Аваз. После будет выложен в интернет для всеобщего просмотра. Я планирую на следующий год еще раз поехать на родину предков, но уже без работы. То, что мы сохранили родной язык, не перейдя на более удобный и практичный турецкий, это, безусловно, заслуга наших старших, которые понимали важность этого дела для потомков. Запрещали молодежи разговаривать на турецком языке, кроме как в школе за пределами своих сел. Гостеприимный народ, как и полагается у нас на родине, угощал гостей хачинами, айраном, да и всеми блюдами, которые есть у карачаевского народа. Ну а песни артистов карачаевской эстрады, в частности Лидии Батчаевой, вызывали восторг у всех собравшихся, ведь они слышали в живом исполнении впервые. А танцы народного ансамбля под песни, звуки гармошки длились, как всегда, допоздна. Народ не хотел расходиться. Старики и старушки смотрели с умилением на происходящее, их радости не было предела. Люди, которые ни разу в жизни не смогли увидеть родную отчизну, знавшие историю предков только со слов своих же старших. Книги, которые подарил старейшине и главе аула Муса Коркмаз, стали ценными для них. Книга, изданная ассоциацией, станет для них как познание истории глубже и интереснее. Ну а завершили этот день фестиваля в ауле Арпаджи так же, как и в других местах, исполнением песни «Эльбрус». Пожелав всем здравия, мы вынуждены были прощаться и уезжать обратно в город Токат.
Продолжили фестиваль следующим днем в ауле Ирисюгут. Название переводится как «кривая верба». По преданию, там, где основано село, росло причудливо изогнутое большое дерево. Находится в 120 километрах к югу от города Кайсери, возле городка Панар-Баши. Его основали переселенцы 80-х годов XIX века. Они прибыли сюда из Большого Карачая и Балкарии, в основном в Ирисюгуте поселились выходцы из Баксанского ущелья, которые называют себя Басканчи Карачаялла, басканскими карачаевцами. Надо отметить, что само название Малкарле, то есть балкарец, неизвестно переселенцам этого периода. В настоящее время жители Ирисюгута почти полностью переселились в города. Осталось 20-30 семей – Сотаевых, Курмановых, Токовых и других фамилий. Встретив нашу делегацию, как подобает на родине, их предков много раз спросили о жизни своих соплеменников на родине. После беседы мы вместе с жителями аула направились, как и в других селениях, прочитать дуа по умершим. Так как этот аул расположен намного выше уровня моря в сравнении с другими селениями, нет растительности, в основном сухой климат. Где бы ни жил карачаевский народ, он не теряет своих обрядов и обычаев. Тому мы стали свидетелями в этом ауле тоже. Гостеприимный народ, который не теряет свой родной язык, старается говорить на нем, передает свои традиции молодым. Так, старейшина аула Ильхамиль Латиф Эскайт, которому исполнилось 84 года, в своем рассказе о происхождении и образовании аула затронул и какие фамилии проживают в основном в его родном селении, и чем они занимаются. Ben 1934 doğumluyum, 84 yaşındayım. 84 yaşındayım. Bu koyda tuğbe öskemme. Atam Я родился и вырос здесь, и мне 84 года. Мой отец был кабардинцем, но мать карачаевкой была. Знаю и кабардинский, и карачаевский, турецкий, естественно. В Токате получил среднее образование. Как вышел на пенсию, 32 года назад уехал с детьми в Анкару. 3 детей выучил и дал образование в Анкаре. В нашем ауле живут Курмановы, Угурлиевы, Уртеновы, Токшаевы, Эбешевы и другие. На родине предков не довелось побывать ни разу. Конечно, мечтаю поехать. Это самая большая мечта моя. Думаю, да и планирую с детьми как-нибудь поехать. Уроженец этого аула Харун Курманов работает адвокатом в городе Токат. Со своим братом и сестрой намеревается поехать на отчизну своих предков. До сих пор нет времени выбраться, рассказывает он, в силу своей занятости. Наш аул располагается на высоком месте, 150 километров над уровнем моря. Как видите, плохо растут деревья, нет особой растительности. Наш аул был заселен еще в начале XIX века. Схожесть гор, как в Карачае, и стала стимулом заселения наших предков в этих местах. Раньше здесь сеяли сельхозкультуру, ну а сейчас все в основном сюда приезжают в летнее время провести отпуск или отдохнуть. Старики, которые не хотят уезжать с родных мест, с которыми есть родные, только они остаются тут жить. Молодежи нечем заниматься, так как нет работы. После школы поступают в вузы в больших городах и остаются работать там. Мой брат врач по профессии, а сестра инженер-механик. А отец мой преподает в университете. Программа фестиваля, как и в других населенных пунктах, проходила в исполнении песен, танцев, поздравлений и пожеланий. Счастье на глазах карачаевских турков, чувства, переполненные радостью от встречи с родными людьми, вызывали у них восторг. Народные танцы в исполнении молодежи под песни Лидии Батчаевой, а также Сухеля Багдади с супругой Алиной Тимиржановой продолжились до глубокой ночи. В
Сестры Мида и Фейза Токовы учатся в университете в городе Кайсер. Как только услышали, что у них на родине будет такой грандиозный праздник, собрались и приехали. Они и не ожидали, что будут так волноваться, ведь они знают о карачаевцах только по рассказам своих старших. Удивительно красивые люди выразились вдвоем девушки. Говорят на родном языке не так, как бы им хотелось понять. Мида и Фейза не знают родной карачаевский, потому как в семье разговаривали на турецком. После нашей встречи обещали учить свой родной карачаевский языk, а также глубже историю предков. Göç ettiler işte sürgünle beraber bizimkiler de. Buraya gelmişler bu köye. Aynen. Yok. Gitmek istiyoruz. В завершении, как и ранее, все вместе исполнили песню Исмаила Семенова «Мингитау». Долгое прощание, разлука с сородичами вызывали у всех на глазах слезы грусти и тоски. Но время ограничивало, пора было отправляться в путь. Вот уже прошло 10 дней, как проходило наше пребывание в этой солнечной стране. Но, как нам показалось, мы и не заметили, как прошло время. Гостеприимный Измир ждал прохождения фестиваля у себя в городе. Встретил нашу делегацию председатель диаспоры в Измире, карачаевец по национальности Юсуф Батчаев. В 5-миллионном городе Измир проживает около 2000 карачаевцев и балкарцев. Жизнь в центре города кипит, но стоит свернуть в какой-нибудь переулок и немного пройти, как вдруг оказываешься совсем в другом мире и даже в другом веке. Узкие улочки, выложенные брусчаткой, напоминают Старый Свет, небольшие дома с деревянными балконами, лавочки с хлебом, овощами и сладостями. Жизнь здесь течет размеренно и неторопливо. Измир – 3-й по величине город и 2-й по размеру порт Турции. Он раскинулся на берегах живописного Эгейского моря и считается одним из самых красивых городов в стране. Измир является крупным деловым центром страны и современным морским курортом с множеством старинных памятников, огромных площадей, разнообразных музеев и пальмовых рощ. Одним из самых удивительных мест, в которых нам удалось побывать во время нашей поездки, стал амфитеатр в Турции. Это сооружение буквально дышит древностью, оставляя в памяти яркие впечатления и ощущение прикосновения к истории. Подобные величественные объекты, построенные еще на заре нашей эры, соотносятся с Древним Римом и Грецией. Поэтому увидеть своеобразный Колизей в Турции было не только неожиданно, но и очень здорово для нас. Ведь у многих эта страна ассоциируется только с пляжами и ленивым отдыхом. Но здесь, оказывается, есть множество грандиозных историко-архитектурных памятников.
Итак, заключительный день проведения фестиваля культуры карачаево-балкарского народа в Измире состоялся в уютном салоне, расположенном в центре города. Собравшиеся на праздник местные карачаевцы и балкарцы нашу делегацию встретили тепло и радушно. Юсуф Батчаев, передавая привет своим соплеменникам на родине, выразил глубокую признательность организаторам фестиваля, ведь это имеет огромное значение для единения народа вдали от родины. Хочется, чтобы молодежь знала свои старинные обычаи, традиции, по которым жили наши предки, не забывали свой родной язык, затронул в своей речи Юсуф Батчаев. 150 çaklı Karaçay ciğer kelirçe umutum vardı. Nek desen былай isticerdi İzmir. Хотел собрать сегодня хотя бы 150-200 человек. Некоторые в летнее время разъезжаются по своим аулам, откуда приехали получать образование. А некоторые в такую погоду все стремятся на берег моря. Если вы заметили, здесь невыносимо жарко, не то что на Кавказе. Я сам неоднократно бывал на родине, встречался с родственниками, проводил за беседой немало дней и ночей. Мы должны передавать наши знания молодым, ну и они далее. Наша диаспора создается только. Мы очень рады нашей сегодняшней встрече. Хочу передать огромный салам своим родственникам, всем карачаевцам на родине. Ждем вас в гости, приезжайте, кто сможет. Мы постараемся в конце года поехать в Карачай. Муса Коркмаз, раскрывая программу фестиваля, заверил, что в будущем году и далее уже в каждом населенном пункте Турции, где проживает большое количество карачаевцев и балкарцев, будет проходить в течение 7 дней праздник культуры народа. Allah tasvip olmasın, Allah bulay açıklar köre tutsunlar, konserini köre tutsunlar, ürene tutsunlar, blegacıyı sala sonra birbirlerin köre tutsunlar, birbirleriyle... В каждом дернеке действуют танцевальные языковые кружки, где молодежь может учиться национальным карачаево-балкарским танцам, а также на кириллице изучать родной язык. Вот и мы хотим создать такой дернек здесь, в Измире. Bulağın caşlarını, kulaklarını da bulayı es buldurup, keslerini de, köllerin, cüreklerini de kese kötü tutsak, bizim işimiz oldu da. Большой уютный салон раскрыл свои двери для гостей и участников фестиваля. Приветственные слова и поздравления в этот день звучали в адрес всех собравшихся. Здесь нашу делегацию чествовали и благодарили от души. Глава нашей делегации Муса Коркмаз, устроитель фестиваля культуры, который вложил много усилий для проведения фестиваля во всех городах и селениях, поздравил всех и, пожелав здравия, наставил в добрый путь вновь создаваемую диаспору в городе Измир. Журналист-международник, писатель Земфира Качкарова пожелала много добрых слов организаторам и устроителям фестиваля. Пригласила горожан Измира, кто сможет, приехать на родину. В этот день поздравления и песни с танцами, сменяя друг друга, длились также до позднего вечера.
2-3 года назад мы с родственниками ездили в Карачаево-Черкесию, встречались с родными. Смогли погасить из-за нехватки времени всего 8-10 дней. Очень понравилось все. И люди, и горы, и природа, и жизнь на Кавказе. А в прошлом году по работе ездил мой брат. Он у нас агроном по специальности. Встречался с родственниками тоже. Его рассказы после поездки были также удивительными. Наша тоска по родине, она безгранична. Стремимся еще раз поехать. Приезжайте и вы. Передаю всем своим родственникам большой привет. Красочный фестиваль завершился исполнением песни «Минитау». Все гости и участники фестиваля не хотели расходиться и под игру на гармошке продолжили праздничный той. Я знаю, по рассказам своего деда, что они переселились сюда еще в 1905 году из Теберды. Мы родились и выросли здесь. Очень хочу поехать на родину предков. До Сталлах поеду. Большое всем спасибо, что организовали такую грандиозную встречу. Теперь уже познакомились. Обязательно поедем. Приезжайте и вы. Можно смело утверждать, что фестиваль превзошел все ожидания. По итогам встречи была выдвинута идея о создании единой площадки для тесного и эффективного сотрудничества всех присутствующих диаспор с центром в Эскишехире, поскольку большая часть карачаевцев и балкарцев живет именно там. Ведь где бы ни жил карачаево-балкарский народ, он сохраняет и продолжает развивать добрые старые традиции и обычаи.